У жителей Коми выросла зарплата. Такими предварительными итогами поделился Комистат. В прошлом году в среднем она достигла 53 тысяч рублей. Наиболее высокий уровень оплаты труда по традиции у работников по добыче полезных ископаемых, трубопроводного транспорта и финансовых организаций. Больше стала в регионе и среднемесячная пенсия – 18 тысяч, что почти на 6% больше, чем годом ранее. Промышленный рост, по данным статистики, 2%. На прежнем уровне розничная торговля. Сократилась численность населения – минус 10 тысяч человек. Естественная убыль в этой доле – 2 тысячи, 8 тысяч переехали в регионы поюжнее. Естественная убыль у нас уже с 2017 года в республике. И, к сожалению, наращивается уже из года в год. На сегодняшний день мы уже фиксируем, что естественная убыль у нас как в городской местности и в сельской местности тоже. Если в городской местности у нас сегодня рождаемость падает, смертность растет, в сельской местности у нас рождаемость падает, смертность у нас там, конечно, поменьше, но, к сожалению, все равно остается большая и тоже наблюдается убыль населения. Что касается сегодня причин смертности, они остаются прежние. Основная доля падает на патологии органов кровообращения, кровообразования, ну и внешние причины. Где-то они, наверное, 75% из всех причин смерти, вот эти вот три вида. В сфере строительства в прошлом году отмечалось снижение объема работ на 34%, но все же в 2019-м вводились газы и нефтепроводы, автодороги и тепличный комплекс в Сосногорске. В сельском хозяйстве сократилась урожайность овощей и картофеля на 20%, зато увеличилось производство мяса и молока.